путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. И об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля. Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. И наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. Хочу сказать об этом впервые в самом начале операции на Донбассе. Киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию, кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Массированное наступление на Донбасс, а затем на Крым, было только вопросом времени. И наши вооруженные силы сорвали эти планы. В Киеве не только готовились к войне, к агрессии против России, против Донбасса. Они ее вели. Не прекращались попытки организовать в Крыму диверсии и террористическое подполье. Все последние годы продолжались боевые действия на Донбассе, обстрелы мирных населенных пунктов. За это время погибло почти 14 тысяч мирных граждан, среди них дети. 14 марта по центру Донецка, как вы знаете, был нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни. Бьют без разбора, по площадям, с фанатизмом и остервенением обреченных. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего Рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв. Но что поражает своим запредельным цинизмом, это не только беспардонная ложь Киева, заявление, что это Россия, додумались до этого, якобы запустила ракету по Донецку, но и то, что так называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская пресса даже не заметили трагедии Донецка. Как будто ничего и не было. Именно так же лицемерно они отводили глаза и все последние 8 лет, когда матери на Донбассе хоронили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то моральная, нравственная деградация, полное расчеловечивание. Многолетнее издевательство над жителями Донбасса невозможно было больше терпеть. И чтобы положить конец геноциду, Россия признала Народные Республики Донбасса, заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. На основании этих соглашений республики обратились к нашей стране за военной помощью в отражении агрессии. И мы эту помощь оказали. Просто не могли, не имели права поступить иначе. Но что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание. Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свою землю, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были бы поставлены перед фактом, что ударное и наступательное вооружение Альянса уже у наших границ. Повторю, у нас не оставалось другого варианта для самозащиты, для обеспечения безопасности России, кроме проведения специальной военной операции. И все поставленные задачи, безусловно, будут решены.
Мы надежно обеспечим безопасность России и нашего народа. И никогда не допустим, чтобы Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны. Именно принципиальные для России и для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по демилитаризации и денацификации мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров. Наша страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни. Но мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную антироссию, судьба самого народа Украины безразлична. То, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах, которые удерживают неонацисты и их вооруженные преступники, выпущенные из тюрем, происходит настоящая гуманитарная катастрофа, все безразлично. Для нас также очевидно, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития. Им поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников. В качестве оружия они избрали и экономические, и финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам. Через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком. И не надо здесь, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств. Их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями. Свидетельство тому – данные международных организаций, которые прямо говорят о том, что социальные проблемы даже в ведущих западных странах в последние годы только обостряются, что растут неравенство, разрыв между бедными и богатыми, дают о себе знать расовые и национальные конфликты. Миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом «золотом миллиарде» рушится. Повторю, сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование. Введение санкций – это логическое продолжение, концентрированные выражения безответственной, недальновидной политики правительств и центральных банков США и стран ЕС. Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции. Своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. И возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия? Повторю, серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как основной резервной валюте. Так нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов. По факту и США, и ЕС объявили на самый настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены. И видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках. Добавлю, что аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц – это урок и для национального бизнеса,
что нет ничего надежнее, чем вкладывать средства в свою собственную страну. Я говорил об этом лично и неоднократно. Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития. Но мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участие в антироссийской кампании. При этом, в отличие от западных стран, мы будем уважать право собственности. Что хочу особо подчеркнуть. Надо четко понимать, что новый пакет санкций и ограничений против нас последовал бы при любом развитии событий. Хочу это подчеркнуть. Наша военная операция на Украине для Запада лишь повод для очередных санкций. Да, конечно, они сейчас носят концентрированный характер. Но таким же образом стал для них и для западников и референдум в Крыму, который прошел, кстати говоря, ровно 16 марта 2014 года, 8 лет назад, в ходе которого крымчане и севастопольцы сделали свой свободный выбор быть вместе со своей исторической родиной. Повторю, речь лишь о поводах. Вот политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады, это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель – нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Войны экономическими, политическими, информационными средствами. Она носит тотальный, неприкрытый характер. И, повторю, так называемый западный политический бомонд даже не стесняется говорить об этом прямым текстом. Вся словесная мишура о политкорректности, о неприкосновенности частной собственности, свободе слова, все это слетело в одночасье. Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами. Вот такой вот спорт вне политики. Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня. Отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу. Пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру. Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века, а затем и их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны. Против России развернута массированная атака и в киберпространстве. Развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ, объективность и независимость которых оказалась просто мифом. Ограничивается доступ к информации. Людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок. Проще говоря, липой. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикаций с призывами к убийствам граждан России. Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи. Но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая. И все больше людей ее слышат, понимают и разделяют. Хочу сказать предельно откровенно. За лицемерными разговорами и сегодняшними действиями так называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитические цели. Им не нужна, просто не нужна сильная и суверенная Россия. Они не простят нам ни нашего самостоятельного курса, ни того, что мы отстаиваем свои национальные интересы. Мы же помним, как они поддерживали сепаратизм, терроризм, поощряя террористов и бандитов на Северном Кавказе. Как и в 90-е, начале 2000-х годов, они и сейчас вновь в очередной раз хотят повторить попытку
дожать нас, додавить. Что называется, загнать за можжой, как в народе говорят, превратить в слабую, зависимую страну, нарушить территориальную целостность, расчленить в лучшем для них варианте Россию. Тогда у них это не вышло. Не выйдет и сейчас. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. И они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом – разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы. Так называемый коллективный Запад и его пятая колонна привыкли мерить все и всех по себе. Они полагают, что все продается и все покупается. И потому думают, что мы надломимся, отступим. Но они плохо знают нашу историю, наш народ. Да, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза. Так живут многие страны, к сожалению, и в Европе. Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны, наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией. Примером нам мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества. Уважаемые коллеги, очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике. Более того, они ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам, да вообще всему миру. Подчеркну, санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Именно эти государства представляют собой быстро растущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики. В их числе и Россия. Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Первый под удар санкций попала наша банковская система. Но российские банки справились с этим вызовом. Работая буквально в круглосуточном режиме, они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать деятельность предприятий. Вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. По оценкам, за прошедшие 3 недели дополнительный спрос на товары превысил 1 триллион рублей. Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита в розничных сетях. Хочу выразить благодарность
предпринимательскому сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков и организаций, которые не только дают эффективный ответ на санкционный вызов, но и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития нашей экономики. И отдельно хочу отметить правительство, Банк России, глав субъектов Федерации, региональные и муниципальные команды. В нынешних непростых условиях вы ответственно решаете стоящие перед вами задачи. Очевидно, что организовать против России экономический блицкриг, деморализовать наше общество, взять нас нахрапом не получилось. Поэтому мы наверняка увидим попытки усилить давление на нашу страну. Но преодолеем и эти трудности. Российская экономика обязательно адаптируется к новым реалиям. Будем укреплять наш технологический, научный суверенитет, направим дополнительные ресурсы на поддержку сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, инфраструктуры жилищного строительства. Продолжим развивать внешнеторговые связи с расчетом на быстро растущие, динамичные международные рынки. Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски. Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов. В центре внимания защита материнства, детства, поддержка семей с детьми. Уже принято решение, вы знаете об этом, с 1 апреля ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в семьях с невысокими доходами. Размер выплаты составит от половины до 1 прожиточного минимума на каждого ребенка такого возраста. Сейчас в среднем по стране это до 12 300 рублей. Таким образом, у нас выстроится единая система поддержки с момента, когда будущая мама еще только ждет появления ребенка, и вплоть до достижения ребенком 17 лет. Поручаю правительству обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семьи. То есть, если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро. Также прошу правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Прошу правительства рассчитать точные параметры такого повышения. И подчеркну, даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня. Я прошу правительство и регионы сконцентрироваться на повышении этой задачи. И добавлю, что она носит не только экономический характер, мы с вами понимаем, но и является вопросом социальной справедливости. Очень многое сейчас зависит от инициативы руководителей субъектов Федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах. Напомню, что именно в этой логике, которая позволяет учитывать ситуацию в каждом регионе, в городе, в поселке, а она везде разная, именно так мы и выстраивали меры по борьбе с коронавирусом. Поручаю всем подразделениям федеральных органов власти в субъектах Федерации в ближайшие 6 месяцев в обязательном порядке координировать свою работу с региональными властями, а губернаторам создать оперативные штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить эту работу. Что здесь должно служить приоритетом? Ключевую роль в преодолении текущих проблем
должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции. От того, как быстро частный бизнес будет находить нужные решения, принимать их, зависит сохранение занятости, доходов и зарплат граждан. В целом, обеспечение устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской свободой и поддержкой деловой инициативы. Прошу правительства, силовые ведомства, надзорные органы продолжить работу по снятию административных, регуляторных барьеров неоправданных. Тем более нельзя отвлекать бизнес и региональные власти от решения самых острых, насущных задач, нагружая их разного рода проверками и контрольными мероприятиями. Одной из ключевых проблем для предприятий сейчас является дефицит оборотных средств, недоступность и дороговизна кредитов. Но Центральный банк вынужден был принять соответствующие меры. В связи с этим поручаю реализовать следующие шаги. Первое. Предприятия, которые выполняют заказы органов власти и компаний с госучастием, должны как можно быстрее получать деньги за поставленные товары и услуги, пускать их снова в дело. В этой связи предлагаю увеличить объемы авансирования по государственным контрактам. Аванс должен составлять не менее половины от общей суммы контракта, а срок оплаты поставленных товаров и услуг сократится до 7 рабочих дней. Аналогичные решения необходимо также принять на уровне субъектов федерации, муниципальных образований и компаний с госучастием. Второе. Необходимо расширить возможности предпринимателей привлекать дополнительные ресурсы от институтов развития. Речь идет о расширении работы фабрики проектного финансирования. Она у нас работает хорошо, практика показала востребованность. О предоставлении ресурсов на инвестиционные планы бизнеса через Фонд развития промышленности. Один из реально хорошо работающих инструментов. Банк малого и среднего предпринимательства также. Кроме того, через региональные институты поддержки, включая гарантийные фонды. Поручаю правительству выделить субъектам федерации дополнительные средства на такие региональные инструменты. Обращаю внимание правительства и коллег в регионах. Важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке. Прежде всего имею в виду товары первой необходимости – лекарства и медицинские изделия. Нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам. При этом необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен. Именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен. Отдельно хочу обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности с поставками на зарубежные рынки, нужно не сокращать производство, а напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний рынок. Это объективно должно вести к снижению цен внутри страны, в том числе на бензин, дизель, битум, металлы, другие экспортные товары. Прошу правительство и ФАС, региональные власти в постоянном режиме отслеживать ситуацию на этих рынках. Далее. С учетом новых вызовов, с которыми столкнулась Россия, мы должны сохранить и расширить нашу повестку долгосрочного развития. В том числе продолжить реализацию всех запланированных проектов, как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы должны в полной мере задействовать потенциал нашей бюджетной системы как стимулирующего инструмента. Федеральное финансирование проектов, строек будет осуществляться, как и договаривались, в полном объеме. Более того, еще в декабре было принято решение направить дополнительные средства, в том случае, если стоимость строительства объективно выросла. Что считаю важным отметить? В текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального бюджета не будет. Наша экономика генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов. А это значит, что нам не потребуется прибегать к эмиссии. Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать деньги. У нас есть доходы, рыночные, здоровые доходы. Проблема сейчас не в деньгах. Ресурсы у нас есть, повторю еще раз. Ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники, стройматериалов, с организацией работы подрядчиков. Поэтому могут меняться сроки и способы реализации
конкретных проектов, их этапы. И это потребует слаженной работы органов власти и представителей бизнеса, форсированной реализации проектов импортозамещения. Вот что важно. При этом важно упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти, дать субъектам федерации больше свободы в маневре ресурсами, а также возможности для запуска новых строек и программ. Так регионам уже выделены дополнительные средства на дорожное строительство. Прошу правительства проработать вопрос об увеличении финансирования других объектов инфраструктуры, которые можно взять в работу уже в этом году, а также о наращивании закупок у российских предприятий, в том числе по обновлению общественного транспорта, например. Понятно, что на бюджеты субъектов федерации сейчас ложится серьезная дополнительная нагрузка. Поэтому, как и договаривались, мы дополнительно используем и другие меры поддержки региональных финансов, а именно все запланированные на текущий год выплаты по бюджетным кредитам будут отсрочены, перенесены, что называется, вправо. А выплаты по коммерческим кредитам, там, где это необходимо, будут замещены бюджетными кредитами. Прошу правительства детально проработать этот вопрос и вникнуть в каждый конкретный случай. Только такая индивидуальная работа и приведет к нужному результату. Кроме того, Министерство финансов дополнительно предоставит безусловную кредитную линию каждому субъекту Российской Федерации. Она составит 10% от общего объема доходов со сроком погашения не ранее конца текущего года. Мы сохраним объемы инфраструктурных бюджетных кредитов. Поручаю правительству организовать гибкое управление этой программой, учесть все трудности, связанные с реализацией проекта. Я о них уже говорил чуть-чуть выше. Регионы должны иметь возможность оперативно принимать решения по изменению портфеля и содержания проекта, концентрироваться на тех из них, которые в текущих условиях могут быть реализованы с максимальной эффективностью. При необходимости мы рассмотрим возможное увеличение объема инфраструктурных кредитов. Это возможно, это можно сделать. В целом будем внимательно отслеживать ситуацию с региональными финансами, принимать дополнительные решения по их поддержке, если это будет необходимо. Что подчеркну, сейчас принципиально важны прямые коммуникации между всеми уровнями власти, четкий алгоритм действий. И здесь свою эффективность уже доказал Государственный совет, его профильные комиссии. Я прошу комиссию по госуправлению, которую возглавляет Сергей Семенович Собянин, совместно с коллегами из правительства заняться отработкой проблемных вопросов региональной повестки, выработать оптимальные решения и масштабировать их на все российские регионы. У нас был хороший опыт в ходе борьбы с эпидемией. Уважаемые коллеги, наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот на что мы должны сами себя настроить. Нацелить на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы. И здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», в рамках которого каждый гражданин России сможет представить свои предложения, конкретные проекты, нацеленные на развитие своего города, региона и страны в целом. Еще раз повторю, текущая ситуация – это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно. Упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее. Как это всегда было в истории тысячелетней России. На такую работу я и хочу вас настроить. Давайте перейдем к обсуждению повестки дня. Слово Сергею Семеновичу Собянину. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, я достаточно много и постоянно общаюсь с своими коллегами, руководителями субъектов Российской Федерации. Должен сказать, что мы все
искренне поддерживаем те решения, которые вы приняли по проведению специальной военной операции. Понимаем, что это вынужденное, но, по сути дела, единственное решение по обеспечению безопасности не только жителей ДНР и ЛНР, но и, собственно, России, ее безопасности, ее будущего. Отчетливо понимаем и те сложности, с которыми мы уже сталкиваемся и с которыми придется столкнуться в ближайшее время. И со своей стороны хотим заверить вас, Владимир Владимирович, что будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить нормальную работу региональной экономики и социальной сферы под вашим руководством совместно с правительством Российской Федерации, бизнесом, гражданами России, обеспечить победу в той экономической войне, которая, как вы справедливо сказали, развязана против нашей страны. Спасибо за подписание указа о дополнительных полномочиях. Действительно поможет быстрее, оперативнее и эффективнее принимать необходимые меры для стабилизации ситуации. По вашему поручению я провел несколько рабочих групп Госсовета. Мы подключили все комиссии Государственного Совета и на сегодняшний день получили сотни предложений от субъектов Российской Федерации, которые в свою очередь были собраны на территориях от бизнеса, от населения. Выстроили практически бесшовную систему взаимодействия с правительством Российской Федерации через систему Министерства экономического развития, оперативный штаб и комиссию, которую возглавляет Михаил Владимирович. Буквально в считанные дни приняты два серьезных пакета изменений в действующее законодательство и постановление правительства Российской Федерации, которые позволили решить огромный круг проблем. Некоторые из этих решений ранее обсуждались и дискутировались и месяцы, а то и годы. Сегодня эти решения принимаются, еще раз повторю, в считанные дни. Это большая заслуга наших коллег из правительства и парламента. Дальше будем также работать. Сегодня буквально также проводили рабочую группу, собран еще целый пакет предложений. Будем его реализовывать через соответствующие законы, подзаконные акты и решения министерств и ведомств. По каким направлениям мы отрабатываем ситуацию? Первое, что необходимо было сделать, это, по сути дела, развязать руки органам власти, регионам, муниципалитетам в оперативном принятии бюджетных вопросов. Таким образом, чтобы мы настроили весь бюджетный процесс на реализацию антикризисных мер. Такие решения приняты, законы вами подписаны. Спасибо большое за оперативность. Кроме того, приняты также законодательные решения по временному упрощению размещения государственного заказа. Изменение 44-го, 223-го законов. Тоже чрезвычайно важная мера. Потому что мы не можем по полгода разыгрывать процедуры государственного заказа. Как вы правильно сказали, это один из вообще стимулов развития экономики. Поэтому эти решения надо принимать незамедлительно, быстро. Помимо этого, мы достаточно долго обсуждали вопросы, связанные с поддержкой бюджетов субъектов Российской Федерации. Очевидно, что на сегодняшний день проблем с бюджетами, как с федеральным, так и с региональными, практически нет. Идет высокая динамика наполняемости бюджетов, доходов бюджета. Но есть риски, что эта ситуация может измениться. И в конце года мы столкнемся с серьезным дефицитом бюджета. И те решения, которые вы сегодня озвучили, они дают уверенность субъектов Российской Федерации, региональных властей, что они могут смело продолжать нормальную, стабильную работу в рамках тех бюджетов, которые они приняты, в рамках исполнения национальных проектов и в рамках, самое главное, реализации всех инвестиционных программ для поддержки экономики. Вот
Для этого нужна уверенность, что бюджеты будут стабильными. И те решения, которые вы озвучили, они как раз и дают такую уверенность в принятии решений. Мы с коллегами несколько раз об этом говорили и в правительстве, и на наших совещаниях, что максимально будем вкладывать экономику по тем программам, которые приняты. В частности, по Москве мы не останавливаем строительство метрополитена, закупку транспорта, работу с российскими железными дорогами и с правительством по реконструкции пригородного сообщения, строительство центральных диаметров, строительство дорог, строительство объектов соцкультбыта. Все эти программы до последней будут реализовываться. Не менее важное направление, помимо вложений государства, это вложение бизнеса, это коммерческое строительство жилья, промышленных объектов, коммерческих объектов, многофункциональных центров, технопарков, объектов соцкультбыта. И здесь, конечно, без помощи федеральных властей нам не обойтись, и бизнесу не обойтись. О чем идет речь? О субсидировании процентных ставок, о реконфигурации программы льготного ипотечного кредитования, по снижению административных процедур. Все, что связано с быстрым принятием градостроительных решений, административных процедур уже принято, законы приняты. Вместе с правительством работаем над предложениями по ипотеке и субсидированию кредитования системных организаций в строительстве. Это важное направление. Очень важно сохранить объемы для того, чтобы люди могли вкладывать в недвижимость, а не в импортные товары, которые сегодня, как вы знаете, ажиотажно порой скупаются на прилавках. Это самое лучшее вложение в экономику, тем более, что стройка – это 95% всех строительных материалов, производящихся в России. И это сотни тысяч мест, даже говорить о Москве, мультипликативный эффект дает возможность сотням тысяч россиян работать на предприятиях и поставлять строительные материалы. Очень важная тема. Помимо этого, необходимо, конечно, поддерживать и другие отрасли бизнеса, и сегодня все коллеги считают это одним из самых главных. Это поддержка отраслей бизнеса. По ряду этих отраслей, в частности, кредитование малого и среднего бизнеса, по вашему поручению правительством принято уже 4 пакета кредитования, 4 направления субсидирования процентных ставок и льготного кредитования малого бизнеса. Принято решение о субсидировании 2 отраслей, это промышленность и сельское хозяйство. И вот на последнем заседании, Михаил Владимирович, мы договорились, что надо скорейшим образом принимать решение о субсидировании процентных ставок по другим отраслям, IT, стройка, транспорт и другие отрасли. Огромное спасибо, Владимир Владимирович, за принятие решения по капитализации региональных фондов поддержки промышленности, развития промышленности. Мы об этом говорили, но решение не было принято. Сегодня вы приняли решение, это хороший инструмент. Со своей стороны тоже будем докапитализировать эти фонды. В частности, по Москве мы приняли решение о вложении 10 миллиардов в Фонд развития промышленности Москвы. Вы затронули тему медицинской помощи, обеспечения лекарств. Важнейшая тема, она имеет экономический аспект и еще более социальный. Поэтому мы вот последние годы приняли целый ряд в рамках офсетных сделок долгосрочных договоров с бизнесом. За счет этого мы построили несколько заводов в Москве по производству медицинских препаратов, лекарств, которые, по сути дела, являются импортозамещением. И сегодня целая линейка этих лекарств будет производиться в Москве в рамках этих контрактов. Предлагаем расширить закон об офсетных сделках, по сути дела, долгосрочные контракты с обязательством предприятий развивать свои промышленные площадки, заниматься импортозамещением. Для этого не столько даже кредиты нужны, сколько долгосрочные
долгосрочный заказ со стороны органов власти. Предлагаем внести соответствующие поправки в закон, чтобы упростить эти процедуры, дать возможность заниматься как можно большему кругу субъектов Российской Федерации такой работой. Помимо этого, я считаю, что те программы, в том числе и по национальным проектам, по первичной медицинской помощи, они не должны останавливаться. Мы должны по-прежнему заниматься модернизацией поликлиник, первичного звена. В Москве мы не останавливаем эту программу, будем исполнять все то, что обещали гражданам. Что касается социальной помощи, безусловно, мы будем поддерживать те решения, которые принимаются на федеральном уровне, индексировать свои социальные льготы, социальную помощь, внедрять инструменты адресной помощи, принимать другие решения, необходимые для поддержки необходимого уровня заработной платы бюджетников. Сегодня безработица, по крайней мере в Москве, я думаю в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме. Но, тем не менее, вы правильно абсолютно сказали, Владимир Владимирович, что у нас есть риски роста безработицы, особенно с учетом остановки предприятий, где владельцами являются иностранные компании. Поэтому мы создали кадровый центр, в котором мы системно работаем со всеми, кто заявился об такой остановке или возможном закрытии, и с крупными системными предприятиями города, куда бы можно было переместить этих граждан, дать им работу. Тем более, то у нас сотни тысяч вакансий на других предприятиях. Я считаю, что мы должны предметно заниматься, как вы сказали, этой работой, и сделать все, чтобы у людей была работа и достаток. Владимир Владимирович, как вы и сказали, будем каждодневно заниматься проблемами стабилизации экономики, противодействовать тем санкциям, которые накладывают на наши города, регионы, страну в целом, и делать все, чтобы обеспечить стабильность на территориях субъектов Российской Федерации, совместно с правительством отрабатывать те задачи, которые вы перед нами ставите. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Семенович. Ну, я, как и сказал в своем выступлении, я прошу вас в рамках комиссии с коллегами постоянно держать контакт и обсуждать с ними, анализировать ситуацию, обсуждать и формулировать свои предложения для правительства. Владимир Спасибо. Мы договорились с правительством, чтобы синхронизировать нашу работу. Мы еженедельно, как минимум еженедельно, совместно с Белоусовым Андреем Ремовичем будем проводить нашу рабочую группу, приглашать туда представителей правительства и отрабатывать оперативно те вопросы, которые возникают у регионов. Ну, естественно, обмениваться опытом, мониторить ситуацию и доводить всю информацию о тех решениях, которые принимаются на федеральном уровне. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Марат Шакирзянович. Уважаемый Владимир Владимирович, работа с регионами организована в каждодневном постоянном режиме, в ручном режиме. Мы собрали порядка 7 тысяч мероприятий и предложений от регионов. Их систематизировали, часть уже вынесена в те нормативные акты, то, что говорил Сергей Семенович. Значит, договорились, что те мероприятия, которые уже определили, те, которые находятся в работе, оперативно доводим информацию до регионов на наших штабах по региональной политике. Наши вице-премьеры провели с округами встречи по поручению председателя правительства. Да? И самая главная сейчас задача эти меры внедрять. Оперативно, быстро внедрять, смотреть, где что мешает, где что идет не так, где нужно ускориться, где что нужно добавить. Значит, мы подготовили целый набор мер по поддержке региональных экономик. В первую очередь, спасибо вам огромное за решение по сохранению всех инвестиционных программ. Это ключевое решение. С учетом инвестиционно-строительного цикла нам нельзя ни на один день останавливаться, а только набирать набранные темпы. К счастью, у нас хороший задел по всем нашим инвестиционным проектам, которые мы сделали в предыдущие годы.
Значит, мы определились с условиями льготного кредитования системообразующих предприятий для пополнения оборотных средств. Сейчас с регионами в каждодневном режиме отрабатываем этот список и дополняем его, переносим на комиссию к Андрею Ремовичу. Мы обнулили ввозные пошлины на товары критического российского импорта, и этот список каждый день дорабатываем, им занимаемся этим списком. Также приостановили действие отдельных положений законодательства, содержащих обязательные требования. Владимир Ильич, вы как-то год назад сказали такую крылатую фразу про СНИП и хрипы, что уже давно пора от этого избавиться, что нам мешает стройке. Вот мы 1,5 года избавлялись, докладываем, мы в течение ближайшего месяца полностью уйдем от всех обязательных требований, мы уже подготовили все решения без потери для качества и безопасности. И эта мера уже решена. Значит, мы сформировали большой набор мер по поддержке региональных финансов. Министерством финансов огромная работа с регионами проведена, выверена. Уже законодательно ряд мер решен и действует. Это такие, как возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения федеральных бюджетов, региональных и местных бюджетов. Право правительства утверждать распределение межбюджетных трансфертов без внесения изменений в сводную бюджетную роспись, наделение регионов полномочиям по продлению срока уплаты региональных и местных налогов, снято ограничение на размер резервных фондов субъектов, продлено право регионов направлять высвобождаемые в результате реструктуризации бюджетных кредитов средства не только на инфраструктурные проекты, но и на нивелирование последствий санкционного давления. Это несколько сот миллиардов в год. Это огромная помощь будет регионам. Регионам также дано право на изменение проектов, сроков и их составов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. За то решение, Владимир Владимирович, которое вы сказали, что мы продолжаем и будем рассматривать, это огромное спасибо, потому что вот сейчас мы в ручном режиме каждый проект разложили до деталей, сколько доли импортных составляющих, что можем сейчас реализовывать, что нам нужно будет перенести сроки, на какие сроки, чем можем заменить. И, конечно, вот это право нам дает большую мобильность и надежду, что эти кредиты реально пойдут в жизнь, пойдут на улучшение развития территорий. Кроме того, существенную поддержку региональным бюджетам окажет принятие следующего набора мер, которые буквально вчера мы, представитель правительства, утвердили и отдали в работу. Это предоставление регионам дополнительных бюджетных кредитов на погашение задолженности по 2022 году по государственным ценным бумагам и коммерческим займам. Это порядка 255 миллиардов даст экономию. Освобождение регионов от погашения в 2022 году бюджетных кредитов федеральному бюджету 60 миллиардов. Представление бюджетных кредитов федеральным казначейством на более длительный срок. Аванс и перечисление дотаций при наличии кассовых разрывов при исполнении региональных бюджетов. Уважаемый Владимир Владимирович, также я хочу подчеркнуть, что в наших условиях время – это деньги. По вашим поручениям мы ведем постоянную работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла. Задача сократить 350 согласований и сведений документов и сократить на 30% минимум, а в этой ситуации нам не это в разы нужно сократиться по срокам принятия решений, чтобы оперативно принимать все решения. Могу сказать, что на законодательном уровне среди ключевых мер можно отметить, это принятие решения по сокращению подготовки и согласования градостроительной документации, и мы передали регионам право на законодательном уровне определять условия работы по граддокументации. Упростили порядок изменения проектной документации, в том числе без повторных экспертиз. Можно оперативно все поменять. Любое импортозамещение можно поменять оперативно за несколько дней и продолжать работать. По вашему поручению сократили количество документов для регистрации объекта. Вы не раз об этом говорили. Сроки, количество документов значительно сокращены. В части закупочной деятельности дано право регионам устанавливать дополнительные случаи закупок у единственных поставщиков, более гибко осуществлять закупки и определять их порядок. Предусмотрена возможность изменения существенных условий контрактов по срокам, цене, применению штрафных санкций. И вот одно очень важное решение. Вы сказали, что от 50% увеличить авансирование. Мы сейчас разрабатываем методику от 50 до 80% увеличения авансирования. Это очень важная мера в сегодняшних условиях. Ведем также работу по объединению различных видов экспертиз и работе по принципу одного окна для всех видов документов.
Кроме того, готовим целый ряд предложений по сокращению сроков строительства важных для граждан объектов инфраструктуры. Наша задача сделать так, чтобы жители как можно скорее получили новые дороги, социальные объекты, инженерные сооружения. Прошу вашего поручения внести соответствующие изменения в ускоренном порядке. Мы подготовили как антикризисную меру целый ряд законодательных инициатив, которые быстро позволят нам строить, значительно быстрее позволят строить нам все меры, все объекты, связанные с инфраструктурой. Уже введен мораторий на проверку бизнеса. При этом хочу отметить, что государство крупнейший инвестор. Поэтому дополнительно к этому, Владимир Владимирович, предлагаем ввести мораторий в 2022 году на проведение проверок в отношении государственных заказчиков, органов власти и госкомпаний, так как от скорости и ответственности их решений зависит выполнение всех антикризисных мер. Прошу соответствующих поручений. Хотел также отметить, что нам ведется работа по сохранению доступности ипотеки для граждан, в том числе льготной. Мы пока ни одну льготную программу не отменили. Она идет и изо дня в день набирает свои темпы. Это одна из самых приоритетных и востребованных задач. Вместе с Минфином подготовили согласованные меры, доложили председателю правительства. Завтра обсудим с Центральным банком. Отдельно отмечу, что нам нужно принять меры по поддержке не только ипотеки, но и застройщиков. У нас сегодня на счетах 3,2 триллиона средств граждан, размещенных на счетах эскроу. Поэтому нам сейчас нужно срочно выработать меры, как обеспечить финансирование как объектов высокой степени, так и объектов, которые только начаты. Сегодня ставка у нас пока от 10 до 25%. При такой ставке, конечно, возникает риск, что дома не будут достроены, а значит граждане имеют риск по получению квартир вовремя. Я очень надеюсь, что мы центральным банками центральной и финансовой системой найдем необходимые меры и предложим, как быстро применить эти меры, чтобы не иметь ни одного дня задержки. Надеюсь, что слаженная работа правительства и регионов позволит нам минимизировать все последствия от санкционного давления. Это было доказано реализацией решений в пандемию, которые дали результаты уже в 2021 году и создали задел на будущее. Владимир Владимирович, после вашего выступления, этих данных поручений, нам остается только сказать вам спасибо и максимально быстро и эффективно организовать работу. Доклад закончен. Да. Марат Шахриянович, маленькое одно замечание, думаю, что оно понятно будет. 50-80% авансов это очень прилично. И ясно, с чем это связано. Я уже сказал об этом. Высокая ставка, ключевая ставка ЦБ и, соответственно, высокие ставки коммерческих банков диктуют необходимость поддержать участников экономической деятельности в реальном секторе экономики. Но когда предприятия берут кредит в банке, то банк следит за ходом работ, за финансовой дисциплиной. Вот здесь нужно обязательно наладить такой контроль со стороны тех правительственных структур, которые будут обеспечивать выделение этих средств, в данном случае в виде авансовых платежей. Нужно, безусловно, контролировать то, как идут работы и как выполняются планы, под которые выделяются соответствующие ресурсы. Но есть и другие технические вещи, но мы потом об этом еще поговорим. Спасибо большое. Пожалуйста, Никитин Андрей Сергеевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы сказали о будущем российских детей. Владимир Владимирович, все губернаторы, мы исходим из того, что социальные обязательства – это абсолютный приоритет в деятельности любого руководителя региона. И это та базовая задача, которую мы должны выполнять в первую очередь. Вы приняли очень важное решение о новых выплатах для родителей детей от 8 до 16 лет. По сути, это позволило создать целостную систему поддержки родителей, поддержки детства от принятия решения родителями о рождении ребенка и, в общем-то, до совершеннолетия. На самом деле эта система гораздо больше, с учетом той работы, которая при поддержке правительства проводится по модернизации наших техникумов, по развитию региональных вузов, с учетом того, что многие регионы ввели доплаты для молодых специалистов, молодых учителей и врачей, которые идут в сельскую местность, в том числе это сделала и Новгородская область. У нас, по сути, появилась такая полноценная, целостная система, которая позволяет нашим детям выбрать свое будущее, стать достойным членом общества и добиться жизненного успеха. И я
Считаю, что несмотря на то, что все эти меры, они имеют разную ведомственную принадлежность, разный уровень региональный и федеральный, нам нужно рассматривать их как единую целостную задачу, как единую жизненную ситуацию, управлять ей как единым связанным процессом. Это очень важно, потому что именно от этого будет зависеть то, какой будет наша страна через 10-15 лет. Именно эти дети будут строить страну, будут развивать страну и будут делать ее великой и достойной для жизни. Очень важный вопрос, о котором вы сказали, это социальный контракт. Почему важно? Потому что это возможность для человека открыть собственное дело, это возможность для человека получить новую профессию, возможность изменить свою жизнь. Это не просто пособие, это удочка, которая дает возможность человеку сделать шаг вперед. Конечно, он эффективен, он сейчас работает успешно, но там, безусловно, есть что поднастроить. И есть те вещи, которые, наверное, нужно посмотреть с учетом ситуации. Например, понятно, что для семей, которые хотят открыть свое маленькое производство, выплата 250 тысяч, ее вряд ли будет достаточно, чтобы купить станки, оборудование, расходные материалы и так далее. А такие семьи есть, в том числе и в Новгородской области, которые на базе соцконтракта не просто организуют свое дело по торговле и услугам, но и, например, начинают производить какие-то детали, производить сувениры, ремонтировать автотехнику. Также, мне кажется, было справедливо, сейчас в случае семьи контракт дается только одному неработающему члену семьи. Второй человек, второй родитель в этом случае не получает социальный контракт. Но если два человека хотят двигаться, два человека хотят учиться и развиваться, и при том, что если бы они не были женаты, они бы их получили, эти контракты по отдельности, наверное, и в случае семьи, наверное, не нужно их в этом ограничивать. Мы очень активно работаем с правительством, с Министерством труда и социальной защиты, и я думаю, что все эти вопросы мы, конечно, с коллегами сможем решить, потому что действительно это очень востребованная и очень эффективная мера. Владимир Владимирович, есть масса решений, мы в ВКонтакте работаем и под руководством Сергея Семеновича и напрямую, как рабочая группа по соцполитике, с соответствующим социальным блоком по поддержке людей, которые могут остаться без работы. На сегодня действительно безработицы нет, то есть пока эти риски, они только возникают, мы активно к ним готовимся, да, и обсуждаем те возможные меры поддержки, которые могут быть, но я бы хотел попросить вас немножко не об этом. Я считаю, что нам нужно, безусловно, расширять перечень системнообразующих предприятий, да, которые на сегодняшний день есть, которые пользуются доступом к льготному финансированию. Почему это нужно? У нас есть предприятия, может быть, не такие большие, но занимающие принципиально критическую позицию для конкретных территорий поселений малых городов. И крайне важно не допустить ситуации, в которой мы окажемся, вот как несколько лет назад, десятилетий назад, когда появились моногорода. Таким предприятиям, которые работают на небольших территориях, обязательно нужно помогать, давать им льготные кредиты, даже если они чуть меньше по размеру, чем те, которые относятся к системообразующим. И огромное спасибо за решение по декапитализации региональных фондов поддержки промышленности, за поддержку, потому что сейчас очень много заводов, вот, в частности на нашей территории, активно внедряют программы импортозамещения, развивают производство на своей территории. И, конечно, огромный вопрос, дефицит ликвидности, эти предприятия не хотят снижать темпы, эти предприятия не хотят никого сокращать, им важно сейчас дать деньги, чтобы они как можно быстрее свои импортные комплектующие заменили на российские аналоги и продолжили свою работу с тем же темпом. Тогда нам будет нужно меньше пособий, меньше выплат по безработице. Владимир Владимирович, я хочу вас поблагодарить за все то, что делается для поддержки социальной сферы, для поддержки матерей, детей. У нас 12 числа, так сложилось, был региональный родительский форум. Конечно, родители все очень довольны и благодарят вас за те решения, которые есть. Спасибо. Благодарю вас, Андрей Сергеевич. И к другим коллегам хочу обратиться, прежде всего из регионов, по поводу социального контракта. Этот инструмент применяется у нас уже не первый год. Практика его применения есть, и, конечно, есть наработанные уже предложения о его совершенствовании. Я прошу, конечно, на это обратить особое внимание. Это абсолютно верно, согласен полностью. Рустам Нургалиевич, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, наша комиссия Госсовета, представляя интересы регионов, организует совместную работу с Министерством строительства России, оперативное решение возникающих вопросов в рамках работы штаба под руководством Марата Шакиржановича Хуснуллина. На данном этапе наша работа направлена на нивелирование последствий ограничительных мер. По итогам совместной работы приняты соответствующие федеральные законы. Хотел бы поблагодарить парламент, правительство России за оперативное принятие решений. Эти законы позволяют нам снять наиболее острые вопросы, такие как возможность изменения проектной документации без повторных экспертиз, упрощение процедуры по подготовке и утверждению градостроительной документации. Нашей комиссии совместно с правительством России будет продолжена работа по уменьшению избыточных согласований документов. Также принят ряд решений по госконтрактам. В частности, для оперативного заключения госконтрактов предусмотрена возможность субъекта Российской Федерации осуществлять закупки у единственного поставщика. Просил бы принять аналогичные решения и по закупкам для муниципальных нужд. Кроме того, принять ряд мер по проектному финансированию, позволяющие избежать санкций за несвоевременную сдачу долевых объектов. В то же время регионам следует усилить мониторинг за строительством таких объектов и не допускать появления обманутых дольщиков. Также необходимо решение по кредитованию строительства коммерческой недвижимости. Это позволит создать новые рабочие места, а также обеспечить развитие территории. Хочу поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, и правительство страны за сохранение лимитов по национальным проектам и крупным инфраструктурным объектам, в том числе реализуемых в рамках инфраструктурного меню. Это обеспечит спрос на машиностроительную продукцию, загрузит стройиндустрию и другие смежные отрасли, и самое главное, обеспечит сохранение рабочих мест. Сегодня наблюдается рост стоимости цен на строительные материалы. В этой связи необходимо обеспечить закупку стройматериалов по текущим ценам. Просим предусмотреть возможность авансирования заключенных контрактов до 80%. И эти деньги должны быть крашеные. Мы умеем работать крашенными деньгами, и я считаю, что это будет очень серьезная поддержка. Для эффективного использования аванса предлагаем также пересмотреть требования о необходимости банковских гарантий по госконтрактам. Также просили бы правительство страны организовать централизованные закупки стройматериалов по госконтрактам по аналогии с закупкой минеральных удобрений. Такое решение правительство приняло, и по минеральным удобрениям работа идет. Для реализации крупных строительных и дорожных работ необходимо увеличить финансовую поддержку производителей спецтехники на их технологическую модернизацию. Это позволит отечественным компаниям конкурировать с мировыми брендами и нарастить технологический суверенитет. Также предлагаем субсидировать строительным, дорожным и коммунальным организациям части затрат на оплату первоначального взноса по лизингу отечественной спецтехники, а возможно, может быть, без первоначального взноса уже выделять эту технику. По итогам прошлого года в стране был введен рекордный объем жилья. Наша республика тоже впервые в истории преодолела рубеж 3 миллиона квадратных метров. Ключевая задача на текущий год – сохранить набранные темпы строительства жилья и обеспечить стабильный спрос на него. В условиях увеличения ключевой ставки Банка России, завершения действия льготной программы ипотечного кредитования существует риск снижения объема продаж жилья на первичном рынке. Отмечу, что доля льготной ипотеки в 2021 году приходилась 67% от всех ипотечных кредитов. В связи с этим просили, Марат Шакиржанович об этом тоже говорил, программу льготной экономики сохранить, но и по некоторым позициям расширить. В настоящее время по ранее начатым проектам продолжается их реализация. Но по новым проектам, к которым застройщики еще не приступили, кредитование приостановлено.
В этой связи просим как можно быстрее принять решение о субсидировании процентной ставки по кредитам в рамках проектного финансирования застройщиков. Важной мерой поддержки незащищенных слоев населения стало решение правительства Российской Федерации об изменении условий начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. В то же время регионам необходимо обеспечить контроль платежной дисциплины как населения, так и юридических лиц. С целью сдерживания тарифа предлагаем также рассмотреть вопрос субсидирования ресурсоснабжающих организаций процентную ставку по кредитам на финансирование их инвестпрограмм. Если платежей достаточно не будет, инвестпрограммы могут сорваться. Мы ежедневно мониторим ситуацию по стоимости основных строительных материалов и изменения делового климата в отрасли. Наши заказчики и проектировщики сконцентрировались на подборе аналогов оборудования и материалов, попавших в санкционные списки. Основная задача – не допустить снижения темпов строительства. Уважаемый Владимир Владимирович, коротко хотел доложить по нашей республике. В республике создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, ведется контроль на основные социально значимые товары и наличие их запасов. По товарам первой необходимости имеем запас минимум на 2 месяца. Также сформировали резервный фонд муки, сахара, лекарственных препаратов. С 19 марта в городах, районах республики начинают работать сельскохозяйственные ярмарки, где продукция селян дешевле процентов на 20, чем в розничных сетях. Транспортные затраты на доставку продукции сельхозпроизводителей мы субсидируем из бюджета республики. Также в рабочем порядке идет подготовка к пассивным работам. Аграрии будут полностью обеспечены семенами, удобрения, техникой и ГСМ. Для поддержки системообразующих предприятий республики просили бы ускорить запуск программы льготного кредитования и разработку новых транспортно-логистических схем. Для импортозамещения просим предусмотреть создание механизма ускоренного финансирования проектов и наладить межрегиональную кооперацию. Эти вопросы наиболее важны, и мы также ждем соответствующих федеральных решений. Со своей стороны мы создали региональный маркетинговый центр, в котором реализован инструмент поиска поставщиков. Еще одна очень важная тема – это поддержка занятости. В Татарстане больше всего пострадали и пострадают, и перейдут на режим неполного рабочего времени – это машиностроительные предприятия. Вот, к примеру, по КАМАЗу снижение объемов производства может достигнуть до 40%, и порядка 15 тысяч работников завода будут вынуждены перейти в режим простое до решения вопроса с поставками комплектующих. И, конечно же, просили бы оказать федеральную поддержку в части на решение этой задачи. В целом, Владимир Владимирович, все те поставленные вами задачи мы будем строго выполнять, каких-то сомнений нет. Хотел бы поблагодарить за ту поддержку, которую вы оказываете. Благодарю за внимание. Да. Ну, у вас очень тема важная, она и для экономики в целом, и для людей, ЖКХ, городская среда, ну что может быть важнее? На что хотел бы обратить внимание, вы сейчас сказали об этом, на рост цен на строительные материалы. Но мы еще до сегодняшних событий констатировали рост цен на строительные материалы, в том числе там на различные сыпучие грузы, на щебень, да, не знаю, на песок и так далее, что было абсолютно непонятно и необъяснимо. Я очень прошу и вас, и всех других руководителей регионов внимательно следить, чтобы сегодняшние события не были поводом для необоснованного повышения цен. Также и ФАС должен над этим самым серьезным образом работать и заботиться этим. А так в целом спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Да, спасибо вам. Антон Андреевич, пожалуйста. Да, добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня в условиях вот этого внешнего санкционного давления перед нами стоит задача в краткосрочном периоде поддержать предприятия, сохранить
рабочие места, помочь бизнесу. Очень важно сейчас отладить новые логистические цепочки. А в среднесрочной перспективе, конечно, самое важное для нас – это обеспечить ускоренное импортозамещение и стимулирование создания новых производств. На сегодняшний день уже принят пакет важных решений, особенно чувствительных и важных для малого и среднего бизнеса. Это мораторий на плановые проверки, кредитные каникулы, продление программы компенсации расходов на использование системы быстрых платежей, автоматическое продление сроков действия лицензий, ну и многое-многое другое. В этой связи, с учетом предложений, которые поступали от членов комиссии Госсовета по направлению малое и среднее предпринимательство, я бы хотел озвучить еще несколько предложений. В 2022 году, в текущем году, мы предлагаем снизить размеры страховых взносов по платежам во внебюджетные фонды для субъектов МСП до 15% на весь фонд оплаты труда, включая заработную плату в пределах минимального размера оплаты труда. На наш взгляд, это позволит простимулировать бизнес к дальнейшему обелению зарплат от тех, кто уже это сделал после вашего решения 2 года назад, позволит это, скажем так, простимулировать, сохранить заработные платы на том же уровне, вот в таком белом официальном режиме. Второе предложение – это пересмотреть критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего бизнеса. Вот эти пороговые значения увеличить просим в 2 раза. Владимир Владимирович, у нас в последний раз пересмотр происходил в 2016 году, уже прошло достаточно много времени, накопленный объем инфляции за эти годы больше 130%, поэтому, на наш взгляд, вот такое двукратное увеличение порогов по признанию бизнеса малым или средним, оно вполне укладывается вот в экономическую логику. Также мы попросили рассмотреть вопрос повышения предельного порога доходов по специальным налоговым режимам. Сейчас у нас по упрощенной системе налогообложения это 200 миллионов рублей. Мы предложили повысить его до 300 миллионов рублей. И для патентной системы налогообложения поднять этот порог с 60 до 80 миллионов рублей. Мои коллеги сегодня, и Сергей Семенович, и Андрей Никитин, отмечали позитивную роль в работе регионов Фонда развития промышленности. И нам очень приятно, что принято решение о докапитализации. Мы также хотели бы, Владимир Владимирович, обратить внимание на то, что сейчас, во всяком случае, в предыдущие годы, уровень софинансирования бизнесом этих проектов был 50%. С учетом достаточно сложной ситуации, высоких, по понятным причинам, процентных ставок в банковской сфере, мы попросили пересмотреть этот уровень и, возможно, опустить его до уровня 20-30% собственного софинансирования. На наш взгляд, это тоже позволило бы ускорить реализацию этих проектов. Отдельно, Владимир Владимирович, мы разговаривали с коллегами, в частности, из Ямало-Ненецкого автономного округа, из других субъектов Российской Федерации, и хотели бы попросить рассмотреть возможность в текущем году разрешить фондам содействия кредитования субъектов МСП, которые являются некоммерческими организациями, это наши региональные так называемые гарантийные фонды, участвовать в выдаче гарантий для тех, кто участвует в госзакупках в рамках 44-го и 223-го федерального закона. Сейчас, к сожалению, Гражданский кодекс нам таких возможностей не дает. Просили бы рассмотреть тоже необходимость внесения изменений в это законодательство. Владимир Владимирович, несколько лет назад на одном из государственных советов я обращался к вам с просьбой рассмотреть вопрос по ускоренному вовлечению в оборот земель, которые находятся в так называемых невыделенных долях в колхозных паях. Такой законопроект подготовлен правительством Российской Федерации, внесен, насколько я знаю, в Государственную Думу, но по настоящий момент не принят. На наш взгляд, с учетом вашего посыла о необходимости расширения товарного предложения, сейчас этот законопроект становится особенно актуальным. Мы бы просили тоже по возможности ускорить его рассмотрение в парламенте. На наш взгляд, вовлечение десятков миллионов гектар, которые еще есть в нашей стране, не распаханных, в земельный оборот, было бы тоже критически важно. Хотел поблагодарить за те решения, которые были приняты и сегодня вами озвучены по кредитованию региональных бюджетов. Мы за последние годы очень серьезно снизили вот эту нагрузку с 73% 5 лет назад вот в Калининградской области, снизили его до 42% уровень долга. Ну, конечно, вот сейчас ставки достаточно высокие, поэтому поддержка федерального бюджета нам будет крайне важна.
Еще есть ряд предложений относительно 44-го закона. Я хотел бы сказать, что начальная и максимальная цена контрактов сегодня в соответствии с законодательством, в соответствии с нормативной базой Министерства экономического развития, Министерства здравоохранения и других ведомств, для того, чтобы сформировать начальную и максимальную цену контракта,